Вы смотрите обзор экономических событий, в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Азартные игроки, которые решили завязать, смогут самостоятельно внести себя в черный список. Игрока в стоп-лист также смогут внести родственники по решению суда. Законопроект предполагает создание единого списка граждан, отказавшихся от участия в азартных играх. В таком случае ни в казино, ни в букмекерских конторах, ни в онлайн-тотализаторах у граждан не будут принимать ставки. Попасть в своего рода стоп-лист человек сможет либо по добровольному заявлению, либо после признания его судом ограниченно дееспособным или недееспособным. В последнем случае с заявлением о включении человека в реестр будет уполномоченное лицо, являющееся попечителем или опекуном. Подчеркивается, что если гражданин самостоятельно и добровольно попросил включить себя в стоп-лист, то подать заявление об исключении из этого списка он может не раньше, чем через год. С 21 мая в России упрощается порядок получения налоговых вычетов. Теперь россиянам не придется заполнять налоговую декларацию и собирать подтверждающие документы, чтобы получить вычеты по расходам на приобретение жилья или погашение процентов по ипотеке, а также по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. Федеральная налоговая служба получит всю необходимую информацию из банков, которые смогут присоединиться к такому обмену добровольно. Кроме того, сокращаются сроки проверки права на вычеты и возврата средств с 4 до 1,5 месяцев. Налогоплательщики смогут оформлять имущественные и инвестиционные вычеты по НДФЛ через сайт налоговой службы, а отслеживать процесс получения вычета с момента подписания предзаполненного заявления до возврата налога. С 1 июля вступает в силу закон, который позволит Росстандарту проводить контрольные закупки автомобильного топлива методом тайного покупателя. Появляется простой и эффективный механизм борьбы с нарушениями на АЗС, уверен замглавы ведомства Алексей Кулешов. Доля опасного для двигателей и экологии топлива с повышенным содержанием серы снизилась с 2015 года в 4 раза. В этом году проверяющие обнаружили его на 5% проверенных АЗС. По итогам 2020 года этот показатель составил 7,8%. Причем 3/4 нарушений пришлось на дизтопливо. Вступающий в силу закон позволит Росстандарту не предупреждать заранее о проверке, а проводить контрольные закупки топлива методом тайного покупателя. Сейчас же владельцы АЗС получают уведомления о внеплановой проверке за сутки. Тем не менее, специалисты Росстандарта все равно находят нарушения. В России 21 мая начала работу платформа «Мошеловка» для выявления мошенников и борьбы с ними. С помощью сервиса жертвы злоумышленников смогут сообщить об инциденте и получить алгоритм действий в этой ситуации, а также всю необходимую информацию о преступных схемах. Кроме того, эксперты и волонтеры будут систематизировать сообщения и передавать собранные и обработанные данные в Центробанк и правоохранительные органы. Ранее МВД объявило о создании нового сервиса под названием «Антимошенник». Он заработает в мобильном приложении ведомства. Пользователи смогут получать уведомления о том, что им звонят с подозрительного номера, с которого ранее уже совершались незаконные действия, и блокировать их. Кроме того, в приложении предусмотрен белый список номеров, куда пользователь будет добавлять проверенные телефоны. Фальшивые банкноты, которые выявляются в России, заметно испортились. Их качество таково, что подделку можно обнаружить невооруженным глазом. Об этом рассказал зампред Центробанка России Михаил Алексеев. По его словам, действительно хороших подделок денежных купюр достоинством 200 и 2000 рублей, недавно введенных в оборот, не было вовсе, а те, что удалось найти, были напечатаны на принтере. В целом на 1 миллион банкнот в обращении приходится только 7 подделок. В Великобритании, заметил Алексеев, тот же показатель равняется 112 банкнотам, а в еврозоне в целом 23. Тем не менее, чиновник указал, что модернизация банкнотного ряда видится ведомству необходимой. Технологии подделок совершенствуются, а с ними и растут навыки мошенников. Тем временем рынок криптовалют потерял за сутки почти $1 триллион. Черная среда для рынка обернулась красным четвергом. Могло быть хуже, если бы не Илон Маск, рассказывает Анастасия Дмитриева. Почти $1 триллион. Столько рынок криптовалют потерял за одну только среду, 19 мая. На следующий день показатели продолжили стремительно падать, из-за чего инвесторы назвали четверг красным или кровавым. Обвал произошел после того, как Китай заявил о запрете для своих финансовых и фискальных компаний предоставлять какие бы то ни было услуги индустрии цифровых валют. Самая известная из них, биткоин, в какой-то момент разом подешевела на $30 тысяч до уровня февраля. Другие, такие как Ethereum, Dogecoin и Litecoin, обрушились еще больше. В такой пике они не уходили с марта 2020-го. В
Впрочем, могло быть и хуже, если бы не Илон Маск. Основатель Теслы и покровитель криптовалют опубликовал загадочный твит. В нем говорилось: «У Теслы есть…», а дальше картинка бриллианта и поднятые руки. Что это значит, никто не понял, но инвесторы восприняли это как знак твердой уверенности миллиардера в цифровых валютах. Это не первый раз за последние месяцы, когда странные записи и реплики Маска сотрясали крипторынок. В апреле биткоин растерял весь свой рост после того, как урожденный южноафриканец заявил, что Тесла больше не будет принимать его в качестве оплаты. Что же до нынешней ситуации, то потрясения на крипторынке уже повлияли и на обычные биржи. Акции самого крупного обменника Coinbase обновили исторические минимумы. Подешевели бумаги и компаний, занимающихся технологией блокчейн, таких как Square и Riot. Впрочем, за этими новостями не стоит забывать, что даже несмотря на обвал на этой неделе, тот же биткоин все равно сейчас стоит в 2 раза дороже, чем 6 месяцев назад. К этому часу пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.